Более 500 объектов построено в Ингушетии с 2008 года. Это в разных сферах, таких как культура, здравоохранение, образование, спорт. Об этом и не только было отмечено на совещании по подведению итогов социально-экономического развития республики с 2008 года. Юнусбек Бунгереевич, насколько вы довольны проделанной работой за эти 10 лет? Конечно, работа проделана огромная, ее видно, и нельзя этого отрицать. Если брать там из такого большого количества объектов построенных, процентов 10 можно отнести к объектам, которые построены некачественно, проблемно, так будем называть объекты. Это и коррекционная школа в Ачулаках, которую мы сейчас заделаем. Это и колледж энергетический, где мы сейчас возбудили уголовное дело и занимаемся этим вопросом. Это и швейная фабрика, где недопоставили оборудование, там тоже уголовное дело. То есть ряд проектов, объектов, где у нас там, в том числе и один из домов, который треснул в оползневой зоне, первый построй, который там был. Ну и ряд других выше, тоже там 5-я школа в Малгобеке, там ряд объектов, которые построены или некачественно, с некачественных материалов, или же построили почву, та же 5-я школа Малгобек, она уже доказана следственным семьям, что она построена качественно, но при этом почва, грунты поплыли. То есть есть моменты тоже. И нам, представительству в Малгобекском районе особенно, надо учитывать вот это плавучесть грунтов обязательно. И дороги в том числе, там ряд моментов, где мы там, грубо говоря, схалтурили. Потом эти вопросы, конечно, у нас есть. Есть объекты построены качественно, хорошо и устойчиво. Я доволен этой работой, и самое главное, что мы с более 50% безработицы населения там, снизили этот процент уже почти до 26%. Это тоже большой плюс. Да, в основном это бюджетные рабочие места. Ну, какая разница, если люди уже работают? Мы только благодаря сейчас новым проектам, которые будем сейчас строить, школы, садики и так далее, даже бюджетные, мы уже там где-то на 5-6 пунктов снизим безработицу, опять же. Это устойчивые бюджетные рабочие места для населения. У нас, в принципе, население только и мечтает попасть на бюджетное рабочее место, а не там, какую-то коммерческую структуру. Потому что там непостоянство, оно тоже гложет людей. И плюс ко всему этому мы ликвидировали вообще там уже в классическом варианте те проблемные реперные точки, которые были по линии культуры, образования, здравоохранения и так далее. То есть то, что мы не предполагали, что это может произойти даже за 20 лет, мы сделали буквально за 6 лет. Это большой плюс, это большой объем работы. И я надеюсь, что жители республики при всех там существующих личных трудностях, там, семейных там, проблемах, там, еще чего-то, они видят эти проекты, они видят эти хорошие начинания наши и завершенные в том числе. И еще хочу подчеркнуть, что в рамках нацпроектов это вот направление будет в разы выращено, да, и в разы будет увеличено и улучшено условия и образования, и здравоохранения, и экономики, там, и других сфер деятельности населения.